пил болсо пилди да алып кирмек, жакында атты алып кирип атышат, тойдун ичине жыгылып. Болгон мындай каада салттын баарын реттеп берсеңиздер деген сиздерден өтүнүч да. Был бы слон, завели бы и его в Тойкану. Такое мнение высказал глава Кабмина Акылбек Джапаров на заседании коллегии в Минкультуры. Критика в сторону некоторых кыргызстанцев имеет место быть. Давайте для начала проведем анализ того, как организуют свадьбы кыргызстанцы. Это роскошный зал, несколько сотен человек, столы ломятся от изобилия блюд и напитков. В обязательном порядке веселый тамада, нескончаемые тосты родственников и друзей молодых. Во время передачи поздравительной речи главное никого не забыть, а то вдруг кто-то из гостей обидится. Примерно так выглядит привычный для всех кыргызстанцев праздник. Да и ни для кого не секрет, что большинство хозяев торжества, чтобы провести такой большой праздник, влезают в долги и берут кредиты. Да и сами приглашенные расходуют немалые суммы для того, чтобы приобрести хороший подарок и принести на той приличную сумму денег. Ситуация плачевная, но исправимая, считает председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров. Кыргыздын тою болуп атат, тушо кесүүсү болуп атат, кыз узатып атат, келин алып атат дегендердин баары бир мындай бир түрдүү болсо, ар бир тамада каалагандай кылып өткөзөт. Ар бир үй бүлө өзүнүн аң сезимине, деңгээлине жарашып өткөзөт. Конечно же, не все кыргызстанцы делают одинаково пышные тои. Мы решили в качестве примера привести бракосочетание известного фудблогера и владельца сети ресторанов Кикеев, Сынаша Кикеева, у которого на свадьбе было всего 30 человек. Я просто все вместе провел. То есть наши родители в тот же день познакомились сразу. Я не отдал ни калын, ни сэп, даже устухану не подавали. Типа кошумча лошоус. У некоторых людей даже костюма нету, да, чтобы сходить на свадьбу. Своей свадьбой создам своему близкому другу, да, проблему. Также наш герой считает, что многие кыргызстанцы пытаются соревноваться между собой, у кого свадьба была роскошнее. Хотя жизнь после богатой свадьбы у этих людей проходит в погашении кредита банку или же тем, у кого они заняли ту или иную сумму. На самом деле, если подумать, то это не самая важная часть семейной жизни. Гораздо важнее, что будет после, отмечает известный фудблогер. Как сказать, это должно быть проходить налегке, да? Никому не должно составлять это трудности. В большинстве случаев мы приоритет оставим жизнь до женитьбы, да, до свадьбы. Но на самом деле в приоритете должна стоять жизнь после свадьбы, потому что после свадьбы остается только 2 человека. Парень и девушка, все. Также мы встретились с известным тамадой Адилем Казыбековым. В сфере проведения праздников он работает около 10 лет. Адиль Казыбеков поделился, как кыргызстанцы тратят огромные деньги на совсем ненужные моменты на свадьбах. Адиль, расскажите, пожалуйста, самую пышную свадьбу, которую вы проводили из вашего опыта. Самая пышная свадьба, это, наверное, была та свадьба, где артистов было больше, чем гостей. Мы начали с артистами и закончили артистами. Не было никаких конкурсов, игр, то есть тосты и сразу артисты. Кроме этого, есть түштөндүрүү, есть такой обычай у кыргызов, когда родственники с той или иной стороны приходят, и плюс ко всей этой еде от ресторана они сверху еще режут барана. Вообще в последнее время, особенно вот в 2024 году, начал ориентироваться именно на такие свадьбы, где до 100 человек, 60-70 до 100 человек, и в основном это молодежь. И, конечно, они проходят идеально. Они проходят идеально, потому что самые близкие, самые родные, мое поколение, после нас будет поколение, мне кажется, они все-таки придут к тому, что мясо они будут по правилам уже как-то подавать, да, если человек голоден, я не знаю, подайте мясо, если не нужно, то не нужно тратиться, зачем? В проведении семейных торжеств и поминальных обрядов важно поставить четкую грань между традициями и излишеством, говорят эксперты. По словам доктора исторических наук Сынары Алымкуловой, на важные семейные праздники кыргызы раньше собирали самых близких родственников, а целью проведения праздника было получение бата от аксакалов. Я помню, я была молодым аспирантом в Академии наук.
И ученые тогда выступали, что нельзя так делать, что есть очень пышные свадебные торжества, а есть очень скромные. И молодой человек просто сватает себе невесту или не может сосватать, потому что у него нет работы. Вот. Или они вынуждены уехать на заработки. Это было начало трудовой миграции. Я помню, в Академии наук ученые выступали за то, чтобы усреднить и сделать какие-то, ввести какие-то правила, чтобы пышных таких вот торжеств, которые бы рождали такое чувство социальной незащищенности, их не было. С проведением семейных мероприятий в узком кругу согласны многие кыргызстанцы. По их мнению, лучше сэкономить финансы и купить на них что-то полезное для семьи. За место этих потраченных денег, эти деньги можно впустить элементарно во благо своей семьи. Өзү негизи чоң той өткізген болбойт да. Өзү ысырапкерчилик деген нерсе бар. Өзүм небесимен эле өткөргөн жакшы болот, эми менен эле. Көп нерсеге эконом болмок. Муфтият Кыргызстана поддерживает инициативу главы Кабмина. В исламе расточительство считается большим грехом, и необходимо местным властям и священнослужителям на постоянной основе проводить разъяснительные беседы с гражданами. Расточительство считается большим грехом в исламе. В исламе также имеются определенные поставленные правила проведения торжеств и поминок. Необходимо воздержаться этих правил. По мнению экспертов, число гостей на свадьбах можно сократить до 150 человек. Обрезание или разрезание пут можно провести в присутствии не более 100 гостей. А проводы невесты можно ограничить полусотней человек.